график скорости 20 времени у нас описывается таким выражением: 1 10, 2 20, 3 30. Получается вот такая линейная функция. Что связывает два эти наших графика? По этому графику мы можем найти среднюю скорость. Весь пройденный путь, это будет 45 метров, путь делить на время. Пройденный путь 45 метров мы делим на 3 секунды. И получается 15 метров в секунду средняя скорость. То есть мы прошли такой путь, как если бы постоянная скорость наша была 15 метров в секунду, мы бы прошли тот же самый путь. Посмотрим на этом графике. Если разбить этот график на прямоугольники и усреднить эти значения, то вот эта площадь, она будет равна площади вот этой фигуры. Потому что вот эту часть недостающего треугольника мы здесь дополняем и получаем равную площадь, равной той трапеции, площадь которой мы должны найти. Так, на этом участке у нас средняя скорость равняется 5 метров в секунду. На вот этом участке средняя скорость равняется 15 метрам в секунду. И на участке от 2 до 3 секунд равняется 25 метрам в секунду. Средняя скорость 25 метрам в секунду. Найдем среднюю скорость за все время, за 3 секунды. За первую это было 5, за вторую 15, за третью 25. И поделим это на 3 секунды. 20, 45 делить на 3, 15 метров в секунду. Либо, если провести аналогию, то площадь получившейся фигурой равна 45. И это будет пройденный путь 45 метров. Более понятно можно и проще изобразить. 1, 2, 3. Если рассмотрим найдем площадь вот этого треугольника, сначала найдем площадь всего прямоугольника. Это 30 умножить на 3, делить на 2, потому что вот это и эта площадь треугольника, они равны, вместе составляют площадь всего прямоугольника. Делим на 2, 90 делить на 2, 45 метров. То есть квадратичный график изменения пройденного пути, и мы, начертя график изменения скорости, чтобы по этому графику найти
значение пройденного пути, нужно найти всего лишь площадь полученной фигуры за определенный промежуток времени. Ускорение у нас получилось равняется 10 метрам в секунду в квадрате, и это постоянное значение. По нему мы видим, что ускорение все время рассматриваем промежутка, все 3 секунды равно 10 метрам в секунды, секунды квадратной. И скорость изменялась за первую секунду на 10 метров в секунду, за следующую секунду также на 10 метров в секунду, и за следующую минуту тоже на 10 метров в секунду. Вот связь с этим графиком, что изменения за каждую секунду от 0 до единицы произошло изменение скорости на 10 метров в секунду, за вторую секунду от 10 до 20. Вот это следующая площадь. И за третью секунду произошло изменение от 20 до 30. Это вот эта площадь. Если рассматривать весь промежуток времени, как изменилась скорость, то она изменилась от 0 до 30. То есть это площадь всего этого прямоугольника от 0 до 3 секунд. Это мы проследили на графике. Вот, рассмотрим, как это можно сделать с помощью интегрирования. Для того, чтобы проинтегрировать функцию, у нас вот есть такие формулы, мы должны найти первообразную. То есть функция k, ее первообразная будет kx плюс c, любое целое число. Функция x в n степени, ее первообразная x в n плюс первой степени, деленная на n плюс первой степени, n плюс 1, то есть та же самая степень снизу. Это первообразная, то есть мы получаем возможность найти изначальную функцию до того, как мы ее продифференцировали. Если мы возьмем сейчас дифференциал этой функции, мы получим ее вот этот вид. Продифференцировав вот этот, найдя производную этой функции, мы найдем вот это. Формула, позволяющая нам найти, проинтегрировать функцию, функция, которую необходимо проинтегрировать на промежутке от а до b. Найдя ее первообразной этой функции, подставляем значение, конечное значение и вычитаем первообразную с вставленным значением начального значения x. Сейчас рассмотрим это на нашем примере с помощью этих формул. Функция первообразная и проинтегрируем. У нас функция ускорения, ее первообразная будет согласно нашей формуле. К постоянному коэффициенту добавляется переменное значение. У нас переменное — это время. Теперь, если мы проинтегрируем его на всем промежутке нашего времени, который мы рассматриваем от 0 до 3 секунд,
И получим тогда функцию времени от 0 до 3. Подставляем значение в первообразную. 10. Подставляем значение b, это 3. 10 умножить на 3, значение t, минус. И первообразную опять подставляем значение а. 10 подставляем значение, начальное значение 0. 10 умножить на 3, 30, минус 0, 30. 30 метров в секунду. То есть изменение скорости в промежутке от 0 до 3 секунд произошло изменение на 30 метров в секунду. От 0 до 3 произошло изменение от 0 до 30 метров в секунду. Найдем первообразную. 10. T здесь в первой степени. Согласно нашей формуле 1 плюс 1, 2. T во второй степени делить на 2. Пять t в квадрате. От 0 до 3 st от 0 до 3. Подставляем в эту функцию первообразную значение, конечное значение, то есть 5 t это 3 в квадрате, отнимаем вид первообразный, t в квадрате нулевое значение в квадрате. Получается 9 умножить на 5, 45, минус 0 умножить на 5, 0, то есть 45 метров. То есть путь за промежуток времени от 0 до 3 секунд равен 45 метрам. Чтобы найти скорость, функцию изменения скорости, надо продифференцировать функцию изменения пути. Чтобы найти зависимость изменения ускорения, надо продифференцировать скорость. Теперь, если мы знаем, как изменяется ускорение, проинтегрировав, мы можем найти скорость. И проинтегрировав скорость, мы найдем путь. Дифференцирование обратное операции интегрирования. Они друг другу взаимообратные. А мы с помощью наших графиков рассмотрели, и лучше всего рассматривать простые виды движения для того, чтобы понять более сложные аппараты, математические аппараты, которые нам помогают изучать изменяющиеся процессы с помощью готовых формул. Но мы должны в них поверить. Чтобы поверить, нужно рассмотреть простые виды движения самостоятельно.